Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия и вида на жительство, сообщает пресс-секретарь президента Нала Авицба. Глава государства поручил Министерству внутренних дел в течение недели представить в установленном порядке предложения по внесению изменений в законодательство о гражданстве, направленные на устранение существующих правовых пробелов, которые создают искусственные проблемы гражданам Республики Абхазия при обмене общегражданских паспортов нового образца. Начальники паспортных столов каждого из районов республики доложили главе государства о количестве выданных, готовых к выдаче паспортов нового образца, находящихся в стадии обработки документов, а также аналогичные данные по виду на жительство. К настоящему моменту всего выдано 52 800 общегражданских паспортов. Рауль Хаджимба поручил участникам совещания, в частности, Министерству внутренних дел, главам районных администраций, проводить информационную работу с призывом к населению о необходимости обмена паспортов. Участники встречи напомнили о том, что согласно постановлению о внесении изменений в положение о паспорте гражданина Республики Абхазия образца 2016 года, все общегражданские паспорта старого образца действительны только до 31 декабря 2018 года. Президент также поручил паспортному управлению МВД ускорить работу по выдаче вида на жительство. Президент Абхазии выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. С глубокой скорбью восприняли мы известие о трагическом крушении самолета, вследствие которого погибли военнослужащие, офицеры, чьим нелегким долгом было сохранение мира и защита простых граждан. В этот трудный час мы вместе с вами, с родными и близкими погибших, переживаем эту тяжелую утрату, отметил в частности в соболезновании Рауль Хаджимба. Спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварчи принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского королевства. Делегация из Иордании прибыла в Абхазию впервые с рабочим визитом. Приветствуя гостей, Валерий Кварчи выразил надежду на продолжение подобных встреч. Он отметил, что Абхазия со своей стороны заинтересована в развитии деловых отношений. В свою очередь, председатель делегации Мансур Сжадж отметил, что в ближайшее время они планируют восстановить партнерские отношения со своими абхазскими коллегами. Иорданцы готовы сотрудничать в области экономики, сельского хозяйства, медицины. Далее делегаты встретились с депутатами парламента. Во время встречи парламентарии задавали вопросы, интересовались планами на будущее. Они отмечали, что подобные встречи – это еще один шаг к развитию плодотворной работы с Иорданским королевством. В развитии межпарламентских связей Народного собрания Абхазии сегодня сделан большой шаг вперед. Уверен, что те контакты, которые сегодня завязываются между высшими законодательными органами двух стран, будут иметь продолжение. И, конечно же, в плане международного признания Республики Абхазия тоже сделан шаг вперед. Мы думаем, что иорданские наши коллеги, ознакомившись с ситуацией в нашей стране, услышав, что называется, из первых рук позицию официального Сухума, в дальнейшем, уже вернувшись на свою родину, проинформируют коллег о том, как сегодня живет Республика Абхазия, и наверняка будут говорить о том, что нужно развивать отношения между двумя государствами. После встречи в парламенте делегацию из Иордании принял министр экономики Республики Абхазия Эдгур Ардзинба. На встрече обсуждались перспективы экономического взаимодействия. Эдгур Ардзинба рассказала о законе об инвестиционной деятельности, в котором прописаны все положения о гарантиях государства и определенном статусе инвестора в Абхазии. Также предусмотрены определенные льготы для инвесторов в виде освобождения от уплаты налога на прибыль и налога на имущество на определенный срок. Отвечая на вопросы членов делегации Иордании, Эдгур Ардзинба добавил, что при Министерстве экономики Абхазии действует государственное инвестиционное агентство, которое бесплатно оказывает инвесторам полное содействие в оформлении документов, сопровождения бизнеса, взаимодействии бизнеса с органами государственной власти. В Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии чествовали заслуженного деятеля культуры, ветерана Отечественной войны, кавалера ордена Леона Нури Кварчи. Советник президента Владимир Зантария поздравил Нури Кварчи с предстоящим юбилеем и сообщил ему, что указом президента Рауля Хаджимба он награжден орденом Махидзапша III степени.
Нурик Варче – большой энтузиаст своего дела. Он является организатором республиканских конкурсов, фестивалей с участием фольклорных коллективов Абхазии. Огромный вклад вносит Нурик Варче в налаживание творческих контактов с коллективами братских республик Северного Кавказа, пропагандируя культуру и искусство Абхазии. Хочу выразить огромную благодарность руководству Министерства культуры, руководству страны за то, что так высоко они оценили мой скромный труд в моей профессиональной деятельности. Я эту награду принимаю как аванс, рад служить Родине. В преддверии праздника президент Рауль Хаджимба поздравил женщин Абхазии с Международным женским днем 8 марта. Испокон веков вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в работе, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. Женщины Абхазии в разные периоды истории были истинной нравственной опорой нашего общества. Вы проявили настоящую выдержку и волю в период Отечественной войны народа Абхазии. В этом году мы встречаем 25-ю годовщину Дня Победы и независимости Республики Абхазия. Благодаря матерям Абхазии, которые воспитали достойных и отважных сынов, мы отмечаем эту великую дату с непоколебимой верой в будущее нашей страны. Хочу выразить глубокую благодарность нашим матерям и сестрам за мужество, мудрость и терпение, проявленные во время войны и послевоенные годы. Я преклоняюсь перед матерями, воспитавшими храбрых воинов и настоящих патриотов своей Родины, подчеркнул президент в поздравлении. Сухумская городская администрация подвела итоги работы за 2017 год на собрании актива города. С отчетами выступили руководители всех управлений столицы. Репортаж Ирины Аршба. Несмотря на экономически сложный год, бюджет города в 2017 году выполнен на 97%. С итогами финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций столицы присутствующих ознакомил заместитель главы администрации Леон Кварче. Фактически по городу зарегистрировано 1094 предприятия, но функционирует только 576, 146 в сфере торговли и 290 в сфере услуг. В виде налоговых платежей в бюджет поступило около 1,5 миллиона рублей, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году. Плановые показатели по прибыли выполнены в таких отраслях, как промышленность, торговля и связь. Низкий показатель выполнения плана у научно-производственного сектора и в энергетике. В 2017 году впервые был разработан инвестиционный паспорт города, важный документ при формировании инвестиционного стандарта столицы. Что касается дебиторской задолженности по арендным платежам за муниципальное имущество, то она увеличилась на 50%. Учитывая неблагоприятную социально-экономическую ситуацию и стагнацию в городской экономике, необходимо отметить увеличение дебиторской задолженности по арендным платежам за муниципальное имущество по сравнению с прошлым годом почти на 50%, что является крайне неблагоприятным показателем. Управлением в настоящее время ведется соответствующая претензионная работа для урегулирования ситуации в досудебном порядке. Однако необходимо отметить, что во многом она обусловлена спадом в финансовых оборотах соответствующих хозяйствующих субъектов. В то же время по тем арендным делам, где не удастся достигнуть компромисса, будет ставиться вопрос о расторжении договоров и взыскании причитающейся суммы задолженности в судебном порядке. Главная задача управления образования – создать необходимые условия, чтобы дети могли получить не только соответствующее современным требованиям образования, но и сам процесс образования и досуга в учебных заведениях был на высоком уровне. О проделанной работе управления рассказала начальник подразделения Людмила Адлиба. 31 учебное заведение находится в ведомстве управления. 13 детских садов, 15 школ, вспомогательная и спортивная школы, центр детского творчества. Но все еще не хватает детских садов. Почти во всех школах необходим капитальный ремонт, а также обновление технической базы. Для горожан особенно заметна работа управления культуры столицы. К каждому празднику и юбилейным датам готовится программа, которая создает особенную праздничную атмосферу в Сухуме. О проведенных мероприятиях в 2017 году рассказала начальник управления культуры Нала Хашиг.
6 унитарных муниципальных предприятий включает в себя коммунальное хозяйство столицы. О работе каждого из них рассказал руководитель управления Дмитрий Ахуба. В городе более 320 улиц, проездов и тупиков. Большая часть дорожных покрытий требует капитального ремонта. Это требует больших финансовых средств, которых у города сегодня нет. Но дорожное управление по мере возможности занимается текущими ремонтными работами. За 2017 год на 11 улицах был проведен ямочный ремонт дорожного покрытия. Местной администрацией поэтапно решаются и проблемы с водоснабжением столицы. В течение прошлого года водоканалом проведена большая работа по ремонту и замене водопроводных и канализационных труб. Было профинансирование и приобретено 8 насосов водяных, 2 электродвигателя для насосных станций, 2 пусковые электрические пускатели электрические и 1 фекальный насос для канализационной насосной станции, которая отводит все фекальные воды в очистные сооружения, которые расположены в селе Нижняя Шера. Также водоканал выполнял капитальные работы на водоводе по улице Дзидзаря вдоль железнодорожного полотна от улицы Имама Шамиля до улицы Джонова. Водовод диаметром 355 мм, протяженностью 350 метров. Также проводились работы по устранению засоров канализационной системы. Более 1400 засоров канализационной системы были прочищены. Руководители управления здравоохранения и санэпидемстанции также подвели итоги работы. Говорили о проблемах, о первоочередных задачах, и все они схожи. Капитальный ремонт, нехватка спецоборудования, дефицит кадров. Начальник городской санэпидемстанции Алла Беляева обратила внимание присутствующих на то, что в городе зафиксировано увеличение числа заболеваемости коклюшем и другими инфекционными заболеваниями. К сожалению, у нас увеличивается количество заболевания коклюшем. 35 случаев в 2017 году против 5 в 2016 году. Это очень тревожный показатель, потому что коклюш – это управляемая инфекция. Если бы дети были привиты, то коклюшем они бы не заболели. Кроме того, в 2017 году выявлено 13 новых случаев туберкулеза с активным бактериовыделением. К сожалению, больные этим заболеванием и их родственники недопонимают всю опасность такого состояния, отказываются от госпитализации, прерывают назначенные курсы лечения, что в итоге приводит к печальному исходу для больных и заражению близко контактирующих с ними людей. Также отмечен рост такими инфекциями, как ветряная оспа и скарлатина, передающимися воздушно-капельным путем. Несмотря на экономически сложный год, все управления справились с поставленными задачами, отметил, завершая собрание, глава администрации столицы Адгур Харазия. Однако в будущем всем подразделениям необходимо более тесно сотрудничать, особенно в вопросах воспитания и образования молодежи, разработки и внедрения программ по пропаганде здорового образа жизни, подчеркнул Адгур Харазия. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Более подробный репортаж об итогах работы и перспективах развития столичного хозяйства смотрите в рубрике «Амшек Шараяцу» в нашей сегодняшней программе. В Сухуми открылась первая туристическая форум-выставка «Визит Апсны» и весенний фестиваль «Цветение мимозы». Организаторами мероприятия выступили Абхазский союз туризма и торгово-промышленная палата республики. С участниками форума пообщалась Алика Трапш. Первая туристическая форум-выставка «Визит Апсны» собрала на одной площадке абхазских турагентов, ательеров, рестораторов и ведущих российских туроператоров. Главная цель форума – создание условий для укрепления и развития туристического бизнеса, расширение бизнес-контактов и подписание договоров о сотрудничестве. Сегодня положено очень доброе, хорошее начало для всех, кто заинтересован в развитии туриндустрии в Республике Абхазия. Для всех, кто желает установить новые контакты, найти себя, найти новых партнеров в реализации ваших проектов, ваших задуманных планов. Сегодня отличная возможность для всех вас организовать такой диалог для общения, для двустороннего сотрудничества. Данный форум мы организовали, конечно же, для продвижения бренда Абхазия. Данное мероприятие мы организовали еще и для того, чтобы все услышали и узнали, что мы действительно очень ждем туристов и готовы развиваться и в дальнейшем как-то меняться к лучшему и обсуждать все эти вопросы вместе.
Заместитель руководителя администрации президента Адгурушба от имени Рауля Хаджимба поздравил присутствующих с началом форума. Открытие столь масштабного форума, по его словам, большой рывок в развитии туризма страны. Я хотел от имени президента поприветствовать всех присутствующих здесь, на этой площадке. Все прекрасно мы знаем, какую роль и значение в экономике республики нашей имеет туристическое направление, и мы считаем, что это направление нужно, необходимо поддерживать со стороны государства и развивать. Надеюсь на то, что сотрудничество ваше будет плодотворным. Все договоренности, которые будут достигнуты в результате ваших встреч, будут реализуемы. На площадке форума каждому предоставлялась возможность рассказать о своем бизнесе, своих планах и проектах. Молодая национальная туристическая компания, основанная 2 года назад на базе Сухумского бюро путешествий, предлагает туристам агротур в гостях у абхазской семьи. Это проживание в сельской местности, в наших деревнях, это знакомство культуры, быт абхазского народа. И в обязательном порядке это экологическое чистое питание для туристов. И привлечь туда, плюс еще включить море. Каждый день поездку в море, туда-обратно, ежедневно, то есть с утра до обеда. И радиальные выходы там, вообще по горам, сбор чая. И, как бы, нам на 10 дней программа расписана. Ну, будем стараться продвигать его. Мы уже разговаривали предварительно с ведущими туроператорами России. Да, интерес есть, и как бы сегодня он, тем более у нас в Абхазии, он должен быть актуальным, так как у нас очень много экологической чисто продукции, питания. Горный кемпинг, рафтинг по реке Кодор, каньонинг, джипинг, трекинг и другие виды экстремального отдыха предлагает гостям Абхазии турфирма Apsner Adventure. Мы очень молодая фирма, мы образовались 3 года назад, но в этой сфере, в деятельности активного туризма мы достаточно давно. И наработали опыт и поняли, что надо создать фирму, чтобы можно было на официальном уровне предлагать нашим гостям увидеть Абхазию не только в рамках экскурсий на озеро Рицей, но глубже в природу погрузиться. То есть мы предлагаем активный вид отдыха, немножко граничит с экстримом, но этот экстрим достаточно безопасный. Представители ведущих российских туроператоров отмечали, что, возможно, именно форум-выставка «Visit Apsны» и весенний фестиваль цветения мимозы подтолкнет к развитию инфраструктуры курорта в Абхазии. Для нас это знаковое событие, потому что мы наблюдаем за развитием Республики Абхазия. Нас очень радует, что из года в год в республике появляются новые комфортабельные отели. Было бы лучше, если бы их как можно больше, да, появлялось из года в год. И очень мы надеемся, что будет развиваться инфраструктура курортов. И, может быть, вот именно этот фестиваль подтолкнет к этому вот именно развитию. А 8, 9 и 10 марта в рамках форума «Visit Apsны» пройдет фестиваль цветения мимозы в Абхазии «Мимоза Фест», где будет представлена выставка-ярмарка промыслов и ремесел, мастер-классы художников, ярмарка продажи и угощение гостей национальными напитками и блюдами. Аля Катрапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Компания «Аквафон» совместно с благотворительной общественной организацией «Керас» проводит акцию 8 марта, традиционно накануне Международного женского дня. Социальное направление – одно из главнейших деятельностей в «Аквафоне». Компания всегда поддерживает подобные акции. Подробности в материале Ренаты Шакая. Труд матери нелегкий и кропотливый, без выходных, праздников и больничных. Результат материнского труда имеет огромное значение не только для самой семьи, но также для общества и государства. Ведь от этого во многом зависит будущее детей, а следовательно и будущее всей страны. Компания «Аквафон» вот уже 8 лет в преддверии празднования первого весеннего праздника Международного женского дня проводит социальные акции, направленные на поздравление и поощрение женщин Абхазии. В этом году компания «Аквафон» предоставила 12 многодетным мамам возможность бесплатно посетить салоны красоты, сделать макияж, прически и различные косметические услуги, почувствовать себя не просто мамой, но и красивой женщиной. Мы хотим пожелать нашим мамам терпения, сил и, наверное, эмоций, побольше любви, чтобы они ощущали, наверное, любовь детей, потому что не все дети, на самом деле, мы вот вчера снимали
многодетную семью, их ежедневный труд, быт. И не все дети говорят своим мамам спасибо, потому что они просто не привыкли. Мы хотим, чтобы мамы чувствовали, чтобы они знали, что их дети на самом деле их любят. И что эти мамы делают, наверное, самое большое для нашей страны. Они воспитывают новое поколение. И пусть это поколение будет достойным, пусть оно будет умным, сильным, образованным, так, чтобы и родители, и мы могли ими гордиться. Работа, семья, заботы иногда не дают времени разглядеть, что все они замечательные женщины. И в этот день никто из них не остался без внимания. Помимо возможности посещения салона красоты, компания «Аквафон» предоставила 12 многодетным мамам сертификаты на 20 тысяч рублей. На эту сумму они смогут приобрести необходимую технику для дома. Были выбраны семьи, в которых от 7 и больше детей. В одной из семей 12 детей, а кто-то ждет 10-го ребенка. Габеля Илона. Так, самая молодая на сегодняшний день, да? Бачуля Амра. Сегодняшняя акция проходит совместно с нашими партнерами благотворительной общественной организации «Кераз», и приурочена она к Международному женскому дню. Как и в прошлом году, мы для этой акции выбрали матерей, у которых от 7 и больше детей, и пригласили в город Сухум, где такие салоны красоты, как Верона, Мадонна Шанава и Elite Style, дали нам уникальную возможность пригласить этих женщин в эти салоны и сделать для них бесплатно прическу, макияж, маникюр, и за что мы им очень благодарны. В свою очередь, это компания «Аквафон». Мы пригласили их в ресторан «Диаскурия», где мы подготовили для них грамоты, цветы и сертификаты на сумму 20 тысяч рублей, чтобы они могли приобрести необходимую бытовую технику. 12 многодетных мам, у них в общей сложности 106 детей. Только у Зиты Цацу и Силакындых 12 детей, а еще она бабушка 3 внуков. Счастливая мама 7 мальчиков, 5 девочек, старшей дочери 22 года, младшей 8 месяцев. Зита призналась, что растить такое количество детей не так уже просто, но они справляются. Сегодня что вспомнили нас, позвонили вот так. И еще хочу сказать компанию «Аквафон» и «Кераз», что нас вспоминают иногда. 19 Саша мой, 1,5 годика младше, 8 детей. Ну, спасибо большое, что такое неожиданно вообще, такой сюрприз нам сделали. Социальная акция к 8 марта стала для компании «Аквафон» доброй традицией, возможностью сказать спасибо особым женщинам, избравшим делом всей своей жизни воспитание детей. Рената Шакая, Леон Адлипа, Абхазское телевидение. Совсем недавно в Сухуми была открыта студия латиноамериканских танцев. Сальса и бачата обучает молодой хореограф, долгое время работавшая в Саратове. Царья Смыр побывала на одном из занятий. Если кто-то из нас раньше видел такое исполнение только по телевизору и хотел научиться точно так же танцевать, теперь его мечты могут смело воплотиться в жизнь. Каждый вторник и четверг в 7 часов вечера в здании стадиона «Динамо» вас ждут опытные хореографы по латиноамериканским танцам. Единственное, что требуется от танцоров – хорошее настроение и желание научиться чему-то новому. Сальса и бачата – 2 вида латиноамериканских танцев, которые сумели завлечь в этот зал всех этих молодых людей. Среди них есть те, кто впервые пришел в танцевальный зал, и наоборот те, кто решил пополнить свою копилку безупречным исполнением еще одного танца. Выбрала, потому что дополнительный выброс адреналина. Так сказать, вся усталость, которая за целый день, а у меня, поверьте, 2 детей, к вечеру она благодаря этим танцам вся выводится. И я даже вам больше скажу, прилив энергии хватает как минимум дня на 3. Так что очень нравится, хожу уже 2-й месяц, очень довольна. Раньше я не занималась, если только любительски. А подобным видом я вот здесь впервые очень часто слышала, всегда хотела, и вот, пожалуйста. Не одно столетие латиноамериканские танцы славились своей красотой, энергией и непринужденностью. Если для Абхазии это танец новинка, то в других странах он уже давно занимает лидирующие позиции. Более того, латиноамериканские танцы полезны для здоровья, так как служат хорошей физической зарядкой, помогают противостоять стрессам и учат расслабляться. Это социальные танцы, это для общения людей, для настроения,
парные танцы. Сальса и бачата – это парные танцы. Бачата – это доминиканский танец, а сальса – это кубинский танец, афрокубинский. Не хватает в Абхазии каких-то мест, куда люди могут прийти, просто пообщаться с разных профессий и с университетов. Ну, как-то объединить людей, объединить вот подобными интересами. На данный момент в клубе учатся танцевать 15 человек. По словам хореографов, люди только начинают узнавать о существовании группы. В ближайшем будущем планируется открыть и детскую студию латиноамериканских танцев. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачность с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 11-16 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.